Стороны здесь у нас выставка. Сейчас посмотрим чего. Ну тут какие-то старые машины должны быть. А тут посмотрим. Народу достаточно много. Ну вот, да. Видите, да? 9 мая. Того времени еще. Машинка. Вот видно, да? Все. Там сзади у нас, ух ты, позирует, да? Смотрите, это же пулемет. Пулемет. Точно. Вот такой вот пулемет устанавливали таким образом. Так, это может, это не то, да? Это уже не военного времени. Под капот, наверное, давай. Посмотрим. Интересно даже будет. Тут стекло. О, закручивается все на таких крутилочках. Ничего не крутить, не нажимать. Давай посмотрим. Это все от того времени, да? Да, родной все. Все родное. И работает, да? Ездит она? Ездит он. Давайте. Ну, вот раньше технику делали как надежно. Машины ездят, самолеты летают. Класс, да? Это тут эти свечи, Мальчики, да? ничего не крутить, не нажимать. Свечи, Да. я вижу, да? Конечно. А есть это запчасти это сейчас можно найти, если это? Да? Все, да? УАЗовская подходит. А УАЗовская, то есть это все вот с того времени. А какого года вот машина эта? Машина, я не знаю. Не знаю. Лет Ну, 40 ей уже, или 50 даже. ну, она где-то времен войны, да? Да. Понятно, да? То есть это вот где-то ездила, да, потом ее сюда к нам пригнали, или это все время, да, она ездила? Она такая есть, купили такую. А, понятно. Ну, понятно. Спасибо. Класс. Вот так вот мне любезно показали все тут. Ну, тут можно сесть. Вон видно, да? Садится и позирует. Вот так вот. Так, а здесь у нас тир. Смотрите. Тир. Вот по мишеням стреляют. Так, мы лучше отсюда отойдем, наверное, чтобы... Оба. Выстрелил и дальше идет. Пульки. Смотрите, пульки здесь. Да нет, наверное, бесплатно. По выстрелу дают, да? Смотрят. Вон из пистолета можно стрелять и с этого. Пистолет выбрал. Вот так. Оба! Ух ты! И мы лучше оттуда отойдем, спереди. Вот так вот. Вот такая очередь здесь хорошая. Так, пойдем посмотрим. Это желающие пострелять с пневматического оружия. Так, а здесь у нас еще машины есть, да? УАЗ. Тоже вот такой старенький УАЗик. Я, к сожалению, в машинах не разбираюсь, поэтому 9 мая, с Днем Победы. А вот это, по-моему, полевая кухня у нас. Полевая кухня. Там печка сзади. Что-то готовят. Иду смотреть, сколько выбили. У вас 4×4 ВД. Машины все на ходу. Вот они завтра поедут. Флаг Победы. Сегодня 8 мая, завтра 9 мая будет какие-то мероприятия проходить. Не знаю, в каком режиме все это будет проходить, поскольку у нас какие-то ограничения действуют. Но сейчас. Так, напишите что-нибудь. Так, вот флаг ДСАФ здесь.
Флаг Победы. О, смотрите, какая здесь шикарная техника. Пушка. Тут цепляют за это кольцо. И вот. Опс. Даже этот автомат какой-то дают, да? Позировать. Такие колеса. Вот тут все устроено. Можно потрогать. Пушка. Кто не позировал, можно сюда сходить, попозировать. Но она уже стрелять не будет. Заварено дуло. О, какая машинка. Смотрите, здесь-то какая машинка. Тоже написано ЗМА. Такой домик Москва, что ли, московский. ЗМА, кто знает. Такая вот она. Милиция написано Оруда. Таких милиция ездила раньше. Тут сейчас полиция. А здесь что у нас? Здесь мы видим этот памятник времен гражданской войны, по-моему, да? У них тоже что-то стоит такое интересное. Печь. А, печь. Вот еще печь одна. Видно, да? Полевые печи. Здесь тоже. А вот тут точно кашу варят. Вот тут точно. Вот у них сколько. Тут тоже кашу варят. Я так понимаю, полевая все. Кухня. Вот этот какой-то прицепик. И вот там вот выставка, если мы туда уже дальше. А вот Катюша, по-моему, да? Вот это вот Катюша. Видно, да? Ну, по крайней мере, мне так кажется. Что вот эти вот такие, там какие-то ракеты, и там что-то летало. Может быть. А, вон там ракеты, сейчас сзади подойдем. ЗИС, написано ЗИС. Техника ЗИС. Так, посмотрим сзади. Техническая школа ДУСАВ. Флаг видно, да? Что-то никто не пишет. Завтра когда? Точно не знаю, проще в интернете посмотреть, чтобы надежно было, когда будет это мероприятие, чтобы не ошибиться. Но я думаю, народу будет тоже достаточно. Как бы. О, смотрите. Вот так вот тут все. Типа ракеты, да, вот это вот. Не знаю, насколько они. Может, это муляжи, скорее всего. И вот здесь вот еще вот такая техника. Старый Запорожец я вижу здесь. А вот это что за машина, не знаю, иномарка какая-то, скорее всего. А вон там старый москвич, видите, да, такой красивый. У него, к сожалению, шины спущенные. Спущены. Так, еще есть. Вот такой вот бронетранспортер или БМТ, как она точно называется. Сейчас я не соображу. Но вот, ага. Она тоже не ездит. Спущенная шина. Ну, туда можно зато внутрь залезть. Так. Флаг ДУСАВ. И здесь можно сюда зайти и побегать. В кузове. Это что за машинка такая? Ух ты, это вообще бронированный какой-то. Бронированная машина. Это какой толстый металл, а? Толстенный металл, ё-моё. Смотрите, какая толщина-то его. Это уже... А, все, уже закрывают они. А завтра эта техника, которая на ходу, она поедет. Ага. Грузовичок вот такой вот. Грузовичок.
Привет. Фотографируемся здесь. И здесь вот Урал шина написано. Урал шина. Фотосессия. 20 дедушка. В 11:30 говорят. В 11:30 по центру города. Тут сказали. Официальная информация от них. ИМЗ написано на этом. ИМЗ. Мотоцикл с коляской трехколесный. О, какая очередь. Смотрите здесь. Такая вот очередь. Пулемет какой-то здесь. Так, давайте-ка мы вон туда еще пройдем, посмотрим, что там хорошего. Смотрите, а здесь какое вооружение-то у нас. Это что за такие винтовки здоровые? Ну да, серьезная техника. Пулемет. Так, а здесь можно вот потрогать эти автоматы. Каска. Такая вот каска. Автоматы. Да, сюда. Так, осторожно. Позируют. Ну вот это вооружение тоже времен войны, видать. Граната там. Лопатка. Этот какой-то пулемет хитрый довольно. Вот это вот под эти, под патронтаж, под пули. Ух ты, ножик такой. Типа на куртик похож. Пистолеты. Да. О, маску примеряют тоже защитную. Смотрите, средства защиты, да? Так вот, можно сфоткаться. Пистолеты. Ух ты, ласты. Ой. Магазин только не держи. Вот за магазин сказали не держать. И тут дети, надо смотреть. Ух ты, это утяжелители какие-то свинцовые. Смотрите. Угу. А, это акваланг. Я понял, акваланг. Ласты. Ну да, нелегкие. Но надо силу иметь, чтобы их надеть и плавать. Баллон. Вот. Так вот все происходит. Это во дворе ДСАФ. Такая выставка сегодня. Завтра эта техника поедет вся. И можно будет ее посмотреть, как она движется. А это очередь. Вот тут стреляют. Желающих пострелять очень много. Ну вот, вам показал. А, вон еще и на это не заметил, на этом грузовике сверху рупоры какие-то древние. Ага. Какая-то обстановочка. Ну, ладненько. Так, что там у меня с комментариями? Угу, спасибо, да. Так что завтра часов в 11 где-то она двинется, поэтому надо выходить чуть пораньше, наверное, чтобы где-то поудобнее место занять и можно было понаблюдать. Вот таким образом. Ну, вообще в интернете посмотрите. Так, ну мы с вами давайте еще немножко пройдемся, погуляем, посмотрим на обстановку. На обстановку посмотрим. О, ворота уже открывают. Кто-то будет выезжать. Ага. Кто-то выезжает. Вот это здание ДСАФ у нас, национальное региональное отделение ДСАФ России, Республики Саха-Якутия. Вот она, еще со времен Советского Союза. Вон там вход. Сейчас много
насколько я знаю, здесь помещение сдается под аренду, довольно большое. Ну, мы с вами еще давайте прогуляемся. К площади Победы. Завтра туда нельзя будет, на площадь Победы нельзя будет зайти, потому что будет отцепление. Будет отцепление. Так, это магазин продуктовый, халяль называется. Совет муфтиев России. Ух ты, даже что написано. Халяль. Халяльную продукцию продают, значит. Так. Ну, давайте погуляем сейчас с вами. Чего уж так быстро кончать стрим. Давайте прогуляемся. Вот эта техника, насколько я знаю, она уже давно в ДСАФе. И она постоянно на 9 мая выезжает. Постоянно каждый год выезжает, и можно на них смотреть. Так, это улица Бестужева-Марлинского у нас. Рюкзак мешает довольно. Бестужева-Марлинского 3 дом. Ну, смотрите, у нас уже, в общем-то, стало нормально, чисто. Относительно, конечно. Лужи подсохли уже. Лужи подсохли. Да, есть еще местами, конечно, но довольно все это уже немного. Поэтому если ходить по центральным улицам, в принципе, чисто. Есть небольшие, тоже как бы такие вот. Ну, это, они высохнут со временем. Собак выгуливают. Там гремит. А, это вот это. Смотрите, вот эти вот для воды сделали и такую ямку, да? И железные штуки положили, чтобы это машина могла проехать. Так, сейчас с вами пройдем все-таки на площадь Победы, там поснимали, как подготавливаются к празднику. Мероприятия какие-то будут, но как все это будет проходить, я вот не знаю. Точно надо почитать в интернете, что пишут. Ух ты, а это что тут такое поставили-то? Смотрите, какие-то контейнера интересные. Это здесь речное училище, да? Вот эти вот синего цвета контейнера. Там вход. Какие-то окна даже есть, смотрите. Что это такое? Может быть, это учебный какой-то комплекс у них для тренировки. Сейчас это как-то по-другому называется. Не речное училище. Здесь уже получают, в общем, не только среднее, но и высшее образование, поэтому название поменялось. Но я-то помню, как речное училище оно было. Как бы, то есть готовили матросов здесь разных профессий для речного флота. В Якутии у нас очень большая протяженность рек, соответственно, в летнее время есть места, значит, куда только можно по реке, или навигация, вот это вот все в летнее время. Поэтому довольно большой штат кораблей речных у нас
Я не знаю, там где-то в районе Тикси даже, по-моему, даже с выходом в море. В море идет это все дело. О, смотрите, 8 мая делают красоту. Так, Якутское речное училище. Там также написано. А почему мне казалось, что это по-другому называется? Водников 1 адрес. А, нет, вот. Это выходит речное училище. Так, или что это? Якутский институт водного транспорта. Филиал. Все, я понял. То есть здесь Якутский институт водного транспорта есть. Филиал ФГБОУ, ВО, СГУ, ВТ, блин. Ничего не понятно. Так вот в виде такого корабля. Перед 9 мая. Плакаты, соответственно. Так, а как мы с вами пройдем? Давайте вот посюда вот. 17 секунд. Вот здесь, смотрите, тоже новую нанесли разметку. Частично, да. Что-то прямо перед праздником все делают. Но, видать, чтобы не затерли машины. Я так думаю. Потому что поток машин-то у нас, вы видите, какой интенсивный. И чтобы она более-менее выглядела, соответственно, вот так вот это все делают. Так, накануне. Так, что тут у нас? Площадь Победы, картинная галерея, мемориал, солдаты Мады. Так, пойдемте посмотрим, что там. Тут тоже я вижу рабочие работают. Рабочие фотографируются. Смотрите, сколько мешков здесь уже убирали. Вот это вижу я. Ну понятно. Короче, там ветераны, я так понимаю, какие-то, которые служили или служат. Вот это вот, как она называется, не церковь, часовня, часовня здесь стоит. Давайте вообще дорогу перейдем тогда. Пойдем остановочку. Так, 31 секунда. Удобно, то есть можно узнать, когда это все двинется. Вот это улица Богатырева. Улица Богатырева. Улица Хабарова. Пипикает. Так, ну что мы видим здесь? Обычно бессмертный полк проходит, но его отменили из-за этой пандемии 9 мая, поэтому будет только, видать, парад. Вот такая вот обстановочка. Давайте пройдемте к памятнику. С задней стороны памятника вечный огонь и мемориальные доски героям якутянам. Уже фотосессия, мы видим, проходит. Смотрите, молодой человек позирует с гитарой белой. Видно, да? Шесть смотрит.
Угу. Ричпорт немножко там, в другой стороне. Фотограф. Надпись «Никто не забыт, ничто не забыт». Он даже играет. Мгм. Так вот. Здесь мы видим это под фотографиями своих родственников, участвующих во времена войны. Люди стоят с портретами. Ну, бессмертный полк у нас, как сказали, что как-то дистанционно онлайн будет проходить, поскольку вот эти коронавирусные события еще не прошли. Смотрите, сколько здесь на великах катаются детишек, и не только. Какой-то театр, что ли, музыканты. Так, ну я бы показал вам реку, но, к сожалению, это не река. Тут делают вот что-то натягивают. Осторожно, лед. Осторожно, лед. Вот здесь вот обычно, там вот дальше 9 мая салют Победы проходит. Это здание не обтягивает, чтобы его видно не было, понятно. Приколачивают. Смотрите, уже рыбаки стоят, рыбачат. Это такой как бы водоем тут у нас, потому что находится вот этот ТЭЦ, которая дает отопление по городу вот с трубами. А вот дальше там вот Ричпорт уже, где эти краны. Видно, да? Это ТЭЦ. И вот для этого ТЭТа и ТЭЦ сделали вот такой вот водоем здесь. Озеро такое как бы. Что тут рыба водится, похоже, да? Рыбка. Какие-то рыбаки что-то делают, или что они там вообще делают, не совсем понятно. Так. Ну и 9 мая вечером обычно салют Победы. Вот там вот дальше располагается, запускают его. И здесь много-много людей. О, сейчас я вам вербу покажу. У нас верба. Весна-то поздняя у нас. Как бы. Все, снег падал. Вот верба. Смотрите, сколько здесь верба. Вербное воскресенье уже как бы кончилось. Смотрите, сколько вербы. Там. Какие-то чайки, что ли, орут. Ага, точно. Но это уже туда надо дальше идти. Угу, они там, видать, рыбку чуют. Так, скоро же тронется. В общем, лед сказали. Так, пошли в обратную сторону. Так, здесь песочек.
песочек. Поэтому... Куда это он поехал? Я смогу пройти, не смогу. Спецтехника. Подъемник. Пришивают. Степлером пришивают. Ну и вот здесь вот доска почета, и вот написано, сколько человек было, допустим, из города Якутска мобилизовано. 18 246 человек, вернулось 9027. То есть получилось, что большая часть погибли или пропали без вести 9219 человек. Так вот, 9, большая часть погибших. Свое название Герой Советского 9 человек. Угу. Ну и по улусам вот здесь соответствующая тоже информация. Сколько улусов, столько такой информации у нас здесь. А вот это вот герои якутяне. Вечный огонь. Так, такая вот обстановка. Даже вот смотрите, сколько помогли Среднеколымский улус, допустим, деньгами помог 3 миллиона 514 тысяч рублей. Драгметаллами 2,2 килограмма и теплыми вещами 5800 штук. Такая вот информация. Так, ладно. Идем дальше. Возле памятника видим, до сих пор еще идет фотосессия. У нас еще один вечный огонь есть на площади Марата. Но там как бы вечный огонь в гражданской войне, что ли, посвященный. Газа много в республике, поэтому газ добываем, поэтому что его газ беречь. Я пролетал, когда на самолете, видел просто, значит, просто что горит газ. Вот это вот города-герои. 8 мая 1965 года. Это город-герой Москва. И потихонечку погуляем. Газ просто горит, поэтому я не знаю, там местами для чего его жгут. Город-герой Ленинград. Это эти урны убирают, смотрите, вот эти, которые типа их убирают, типа пушек. Минск. Крепость Герой Брест. Вот все, это аллея городов-героев получается.
гоняют. Кто на чем может. Кто на самокатах, кто на роликах, кто на какой-то спецтехнике. Ну да, это вот тут такая точка, что вот тут на ней удобно детям погулять, покататься. В городе, в общем-то, недостаточно таких вот пространств, поэтому много людей сюда сходятся. Город-герой Новороссийск. Так, посмотрим. Да, чтобы народ не скапливался, салют отменили и бессмертный полк отменили. Как бы у нас сейчас даже по показателям коронавируса я смотрел сегодня не совсем хорошие показатели, рост, поэтому вот эти вот ограничительные мероприятия, они все-таки существуют. Что-то сегодня больше 100 человек по республике, по-моему. Так. Сталинград, Волгоград ныне. Так, и город-герой Керчь. Город-герой Мурманск. Так, вот последний остался. Там посмотрим, какие города-герои. Смоленск и Тула. Так, ну здесь вот эти шарики продают, разные пузыри, как обычно. Ну, здесь вот такая композиция. Вот такая вот здесь композиция. 1945 год, май. Да, вот такая статистика. Ну, что сделать? Весна, я думаю, просто как бы люди начали выходить, многие. И вообще в это время обостряются как бы заболевания, если какие-то хронические, там, не хронические, то весной, осенью обычно больше заболевшим, чем летом, вот конкретно зимой. Самый мороз, как это ни странно. Смотрите, а тут что у нас творится? Танковая колонна Советская Якутия. Танк Т-34 настоящий. Вот, детишек сколько. Это обычное любимое место их лазить. Этому танку всегда много народу на нем. Детишек вернее. И здесь композиция такая, мать с сыном провожает на войну своего мужа или своих детей. Так, это с лыжами. Видно, да? Автомат у него. У этого бинокль, винтовка. Такая композиция. Так, ну и что здесь еще у нас есть? Отдыхающие сидят. Много, достаточно. И здесь поставили киоск с едой. Написано без масок, все обслуживаем. Так. А вот эти вот машины можно брать, кататься. Айскрим. Так, и вот это крым. Мороженое. И вот это вот у нас тут какие-то коктейли. Давайте посмотрим на цены. Там цены по 200 рублей. Я вижу молочные коктейли. Напитки кола 0,5 100 рублей, спрайт 100. Вот такие цены. Площадь Победы, 8 мая 2021 года. Так
Немножко я криво снимаю. Так, ну ладно, давайте тогда туда пойдем дальше. Посмотрим еще. Там есть. Раз уж я сюда пришел, дальше пройдемся с вами. Сегодня выходной день у многих, да? Сегодня суббота. Так, светофор, надо бежать. Надо бежать. Фух, пыльно уже в городе стало. Пыльно. Надо машинам таким ездить, которые бы вот эту вот пыль немножко как-то ее водой распыляли, и тогда меньше было бы пыли. Так. Магазин какой-то, и здесь проход есть. Что я тут хочу? Смотрите, это герои одноименного фильма. Да? Мамагата. Вот, смотрите, какие у них прикольные эти. Что это такое? Почтовый ящик. Вкусная жизнь. Так, и здесь тоже один дома это. Господи, а это зачем здесь нарисовали? Вот эти два воришки, с которыми он боролся, да? Кашалот. Кашалот. Какой-то торговый центр, что ли? Здесь интересно какая-то штука, что это такое? Бочка с палками вот такими вот, которые обтянуты еще огнями, новогодними огнями, гирляндами. Так, бессмертный полк онлайн, вон видно, да? Сайты какие? Сайты 2021 полк rf.ru. То есть можно туда заходить, регистрироваться и участвовать. На ВКонтакте тоже vk.com полк.ап. Одноклассники есть, вот онлайн проходит бессмертный полк в этом году. Ну, вот здесь мы пришли, еще вот такая вот мемориальная. Тоже мы на 202-м микрорайоне, на Мавуном. То есть вот тут раньше река текла, вот на этом месте. Потом песок намыли еще в советское время и построили целый квартал, тут второй квартал. Так, вот это у нас что это сделано? Какой-то металл. Не чугун, какой-то металл. Так, Андросов 2015 видно, да? Вот видно, да? Это как на коня, да? Вот эту надевают и ездит орел. Что такое? Тут смотрите, какие росписи интересные. Вот эти стремена, да? Стремена. Седло это называется, вспомнил. Такое вот седло. Так, и вот здесь вот у нас 1945-41 год. И колокол. Звезда. Там птицы летят. Помним героев. Надпись Туймада помним героев. Это вот город Якутск находится. Так, в долине Туймада. Здесь заложена капсула времени. ЕКТ 2045. Дата закладки. В 2015 году, дата вскрытия в 2045. У колокола язычка нету. Так. Надписи более 1 миллиона рублей внесли работники образования за жилищно коммунальное. Ага, этот на этот получается этот мемориальный комплекс. Мемориальный комплекс посвящен призванным из Якутского гор и объединенного военкомата в годы Великой Отечественной войны
защитникам Родины построен за счет бюджета города Якутск из средств, поступивших от жителей, трудовых коллективов, учебных заведений, предпринимателей, городской благотворительной Победы 70. Так вот. Вот этот памятник недавно поставили воину. Вечная слава снайперам-якутянам. Угу. Дощечка с надписью. Много из якутян было снайперов. Вот у него снайперская винтовка, соответственно. Так, и тут еще какая-то дощечка. Памятник изготовлен на Калининском заводе архитектурно-художественного литья, входящим в ПАО Мечел, 2020 год. Написано там. Этот памятник вот в этом году поставили, да? Совсем недавно. Такой памятник, его раньше не было. Поставили. Ну и здесь вот тоже такая территория облагороженная, плиточка хорошая. Вот здесь, наверное, высадят какие-то цветочки. Так что летом здесь будет красивее. Красивые вот такие вот фонари со звездами. Видно, да? Уже кустарник высадили. Немного, но высадили уже, да? Много скамеек. Урны тоже вот эти вот в едином стиле, все звезды. Так, и мы доходим уже непосредственно до мемориала с фамилиями, именами воевавших. Да, ну, пока так все хорошо сделано. Покрасили, вот видно недавно, это видать, эти бортики белой красочкой. Привели все в более-менее нормальный вид. Съемки идут. Так, Туймада помнит героев и фамилии. Герои Советского Союза и кавалеры Ордена Славы 3 степеней. Так, вот кто участники Великой Отечественной войны, 41-40 призваны Якутским горвоенкоматом. То есть вот здесь, вот, так понимаю, все фамилии в этом мемориале. Обходим, и с другой стороны уже идет продолжение. Да, вот столько якутян участвовало в войне. Смотрите, да? Колонна так все сделано. Да. И причем здесь с двух сторон. Вот эти мемориальные доски с двух сторон. С фамилиями. Представляете, да? Сколько? Хотя у нас республика, в общем, по численности совсем небольшая, но
воевало очень много людей. Так, почитаем. Ага. Ну, что печаль-то, салюта не будет. Можете посмотреть у меня на канале. Я снимал раньше эти салюты, да не один. Поэтому можно посмотреть, если кому интересно, как салют проходит. Ну, салют хороший, долгий, минут по 20 стреляют. Так, и мы уже подошли. Вот. Тут уже такая композиция, да? Композиция. Вон башня Острога Якутского. Два солдата. Вот птицы. Венок. На нем написано «Вечная слава, вечная память». И медали, да, медали 1945 года, освобождение Варшавы, взятие Кёнигсберга, взятие Вены, взятие Берлина, освобождение Праги, за победу над Германией. Наше дело правое, Сталин. За победу над Японией 3 сентября 1945 года. Так, и вот барельеф еще. Здесь барельеф мы видим, это Красная площадь, Москва уже, парад Победы. Видим здесь Жуков, маршал армии тогда был у нас, да? И вот эти вот немецкие флаги, которые кидали на Красной площади, значит, как знак того, что мы победили фашистскую Германию. Тоже там видно, что-то горит, да? Ага, освободители наши. А здесь вот люди, видно, народ радуется тому, что их освободили от оккупантов. Так, и с этой стороны барельеф тоже. За оборону Ленинграда, за оборону Сталинграда, за оборону Москвы, за отвагу. Такие вот медали. Угу. Это вот барельеф парад Победы здесь так вот изображен. А вот это вот, по всей видимости, фрагмент боевых действий на поле сражения. Видим, вот там танки подбитые, да? Здесь несет эту самую пушку, снаряд закладывают. И вот на этом танке на одном видим советская Якутия. То есть танки даже собирали на средства, собранные от республики, как мы знаем. Так, с этой стороны звезда. Слава. Так, и с той стороны тоже подобная, да. Вот такой вот мемориальный комплекс. Так, давайте выходим. Так что вот здесь фамилии людей, кто был
на полях сражения, поэтому кто хочет узнать, там были ли ваши родственники, вот можно здесь посмотреть по фамилии хотя бы, определиться, родственники или знакомые какие-то. Девушка он до сих пор снимает. Так, ладненько. Давайте мы с вами сейчас выйдем сюда. Фотографируется. Так, пойдем, да? Давайте здесь мы выйдем. Ох, отбойные молотки работают, я чувствую, дорогу делают вон там напротив. Это им надо, видать, до завтрашнего утра это все доделать. Что-то они там посреди дороги, прямо посреди дороги. А в принципе, если пойдет, значит, шествие будет 9-го, в принципе же ходят вроде бы как, маршируют. Хотя могут маршрут изменить вроде бы по этой улице. А ее сейчас долбят. Видать, авария какая-то. Вот смотрите, у нас в чем проблема, да? Допустим, газ там или что-то под землей. И приходится вот так вот долбить. Долбить приходится. Прямо дорогу. Так, такая прогулочка у нас с вами. Сегодня теплый день, солнечный. В Якутске градусов 15-18. Ночью, наверное, похолоднее будет. Так, нам надо вот в эту сторону с вами пройти. Через вот этот переход. Это, считайте, мы с вами дошли. Вот здесь вот площадь Орджоникидзе. Площадь Орджоникидзе. Вон они там стоят, долбят земельку асфальта. Потом надо будет асфальтировать заново. Так, вот здесь мы видим тоже участок такой заасфальтированный. Видно, недавно сделали. Очень сильно дороги у нас за лето. Смотрите, как это буквально за лето в такое состояние приходит. Буквально за лето. Так, что там? Почитаем комментарии. Ага, спасибо вам тоже, что смотрите. Смотрите, ой, какой тут запах, да? Этот отбойник, он как гудроном пахнет. Довольно так таки тяжело. Тяжелый запах. Там какая-то коммуникация, ее хотят достать. Для этого работает отбойным молотком. Возможно, там газ, газовая труба, где-то повреждение, поэтому давайте отойдем отсюда подальше, чтобы она не гремела. Говорю, возможно, газовая магистраль повреждение, поэтому вот приходится отбойным молотком яму делать.
Да, но жителям этого дома тоже не повезло, если скажу честно. Слушать этот грохот, выходной день. На дачу еще не все могут поехать. В лесу еще прохладно как бы. И снег лежит. Вот, видим, флаги развешали здесь Российской Федерации. Видно, да? На балконах 3 флага вижу. А даже больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 российских флагов. Для чего их вывесили? В честь 9 мая. А, даже вон вижу 9 мая. 9 мая украсили надписи. Соответственно. Фу, ладно. Давайте с вами идем дальше. Сейчас пройдемся. Здесь. Как они скрипят, а? Ужасно. Саха, нефть, газ, быт детям написано. Да, ну смазывать надо, да? Тоже вот жильцы, вот как вот они. Ой, там сова у них, смотрите, на этом балконе 2 совы. Или сова. Сова вон там. Еще какое-то. Чучело, 2 чучела. Первый раз видел такое. Смотрите, Хабарова 19/1. Интересно. Здесь площадка такая вот. Для мини-футбола, я так понимаю, да? Провод какой-то свисает, прямо провод. Да, и вот тут увидим надпись «Куплю рога». Куплю рога. Это с прошлого года они или нынче повесили. Куплю квартиру 2-комнатную или 3-комнатную в вашем районе или доме средние этажи в пределах с 4 миллионов до 4 миллионов 300 тысяч. Телефон риэлторов, просьба не беспокоить. Потому что риэлторы заинтересованные люди, им как бы свою долю надо. Свою долю они просто так работать не будут. Так, куда мы здесь вышли? Тут какие-то гаражи. Так, а вот тут вот Хабарова 19/6. Пройти-то можно вообще. Такой проход под домом. А, вот тут так сделано, да? Я просто его обошел. Посюда-то можно пройти? Чтобы напрямик. Я уже тут долго иду. А можно вот тут что-то постелили, деревяшки какие-то. А вот, кстати, газовая труба. Так она выкрашена у нас. Фу, стал ходить. Это садик, да? Какой-то. Точно садик. Здесь вот какой-то садик. Ни разу здесь не ходил. Слушайте, в этом месте сколько живу, но ни разу. Там много мест, где я еще не ходил. Много троп непротоптанных. Ну вот сейчас хорошо, то что лето наступает и тепло, и можно уже гулять без проблем по городу. Зимой мне приходилось, чтобы стримы делать, мне приходилось специально сотовый телефон такой усиленный, емкости большой, чтобы не таскать.
чтобы он быстро не замерзал. И то у меня получалось максимум где-то минут 20. Минут 20. Посадка, каска, техосмотр. С днем рождения Юля. Так, тут еще лед видим. Еще лед. Так, тест-драйв, автомагазин, резины и запчастей. Автосервис. Вот такие дороги здесь между зданиями. Ну, их периодически подсыпают, разравнивают грейдером. А тогда поровнее делается без этих луж. А так, конечно, транспорта много, все ими ездят, укатывают. Куда мы вышли? Куда мы вышли? Так. Что за улица, что за дом? Где-то можно прочитать. Опять куплю рога. Объявление. Не весь город обляпан. Это еще с прошлого года. А сейчас другой телефон, уже который такой более лучшего качества. Redmi 7. Недорогой, поэтому можно ходить и более-менее снимать. Он, конечно, получше снимает, чем тут. Чтобы камера какая-то была бракованная, он плохо фокус наводил. Так, вот это улица Богатырева. Получается, вот эти дома. Улица Хабарова 23/1. 27. Ой, слушайте, у меня, вот видите, да, на том телефоне я мог стримить 1,5 часа, по-моему, даже больше. А этот у меня все разрядился уже. Мне сейчас надпись высветилась, что 2% всего заряда осталось. Аккумулятор небольшой емкости. Надо повербанк, видать, таскать с собой, что ли. Если какие-то долгие. Я что-то не рассчитывал, конечно, что столько времени я сегодня буду ходить и стримить. Но мне надо уже прекращать 2%. Так что, а тут сейчас смотрите, какие домики у нас прикольные, старенькие деревяшечки. Деревяшечки вот такие вот. Здесь живут нормально еще вполне. Ну тут, видите, сухое место такое, не топится. Как бы подъездники у них. Тут все есть. Палисаднички. Что хотите. Даже что-то там выращивали они когда-то, может